Доброе утро! С вами программа «Утренний эспрессо». Меня зовут Екатерина Нечапорук. На календаре вторник, 28 апреля. Рабочая неделя в самом разгаре. И наверняка у вас масса планов на день грядущий. А для того, чтобы все получилось, нужно немного хорошего настроения и удачи. Мы же, в свою очередь, поддержим вас интересными и полезными новостями. Итак, встречаем утро нового дня вместе. Сегодня в «Утреннем эспрессо». Безопасность и здоровье на рабочем месте. О том, как на Брестщине пройдет Всемирный день охраны труда, поговорим в теме дня. Гостеприимное Полесье. Каково оно, счастье, обретенное на чужой земле. Говорите правильно, когда вести ребенка к логопеду, расскажет гостья в студии. Необычный пассажир появился в Бресте на железнодорожном вокзале. Установленный в конце марта указатель в виде фонаря дополнили новой композицией модной барышни 19 века. Девушка в очках сидит на скамейке в ожидании поезда. В левой руке у нее зонт, в правой клатч. Кстати, рядом на скамейке есть свободное место, так что любой желающий может составить даме компанию в ожидании прибытия поезда, либо сфотографироваться вместе на память. А вот понадобится ли нам сегодня зонт, узнаем прямо сейчас из прогноза синоптиков. Двадцать 28 апреля на календаре вторник. Растворим остатки сна в чашке ароматного чая или бодрящего кофе. С вами программа «Утренний эспрессо». Спасибо, что присоединились. Новый музей с редкими экспонатами, найденными на свалке, появился рядом с Брестской крепостью. В коллекции сотни предметов советской эпохи. Знамена, пионерские горны, старая техника, портреты, барельефы вождей, значки, а также редкие довоенные книги. Все это собрали работники строительной фирмы, по словам которых данные вещи они находили в подвалах старых зданий, где часто делают ремонты. Эти предметы люди попросту выбрасывали, а строители же решили организовать импровизированный музей в собственном офисе. Находится он у входа в Брестскую крепость, поэтому те, кто посетит мемориал 9 мая, будут приятно удивлены, если заглянут в музейный уголок. Я же прямо сейчас предлагаю заглянуть в печатные издания Брестщины. Обзор прессы расскажет, о чем сегодня напишут газеты региона. В Бресте вновь побывал Петр Лысенко, первооткрыватель Древнего Берестья, ведущий научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси. Известный археолог поделился с корреспондентом «Зари» своим мнением о развитии исторического центра города, а также планами по поиску Берестейской башни, построенной наподобие Каменецкой. 27 апреля внимание многих людей было приковано к белорусско-польской границе. В этот день ее должны были пересечь российские байкеры «Ночные волки», совершающие мотопробег в честь 70-летия Победы. Подробности читайте в «Заре». Как строить быстрее, дешевле и качественнее, обсуждали на выездной коллегии Министерства архитектуры и строительства Беларуси, прошедшее в Пинске на базе Стройтреста номер 2. Министр архитектуры и строительства Анатолий Черный особое внимание уделил строительной площадке новой школы и собственной производственно-технологической базе предприятия, сообщает газета «Пинский вестник». Межконфессиональная ситуация на Пинщине развивается бесконфликтно, констатировал, общаясь с журналистами во время своего посещения Пинска и Пинского района, уполномоченный по делам религии и национальности при Совете министров Беларуси Владимир Ламека. Подробности в очередном номере газеты «Пинский вестник». О чем прочитать, узнаете из обзора прессы «Утреннего эспрессо».
А мы снова в студии программы «Утренний эспрессо», где соблюдены все нормы в вопросе безопасности труда. Почему я об этом вспомнила? Все просто. Ведь сегодня отмечается Всемирный день безопасности и здоровья на рабочем месте. И как раз о том, как он пройдет на Брещине и какова в целом обстановка с охраной труда у нас в регионе, узнаем у нашего гостя. В студии первый заместитель начальника Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда Игорь Нечипорук. Игорь Викторович, доброе утро. Доброе утро. Как бы вы в целом охарактеризовали ситуацию, которая складывается у нас в области в вопросе охраны труда? Вопросами охраны труда я занимаюсь чуть более 10 лет, поэтому мог бы охарактеризовать в целом, что за этот период состояние охраны труда непосредственно на предприятиях и в организациях значительно улучшилось. За эти годы, за этот период общее количество несчастных случаев сократилось в 2,5 раза, а количество несчастных случаев со смертельным исходом уменьшилось в 2 раза. Что не может не радовать. Что не может не радовать, но, к сожалению, травматизм еще имеет место быть, и люди получают травмы, в том числе смертельные, поэтому нам всем есть еще над чем работать. Скажите, а что же гласит статистика? Ну, может быть, допустим, за период с начала года или за прошлый год. Много ли таких случаев у нас в области было зафиксировано? Да, в первом квартале текущего года у нас в области произошло 5 несчастных случаев со смертельным исходом и 20 несчастных случаев с тяжелым исходом. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, было 6 смертельных и 24 тяжелых. То есть, опять же, динамика, тенденция наблюдается на снижение, но, тем не менее, несчастные случаи есть. А каковы самые распространенные причины их совершения? Все-таки кто виноват в том, что это происходит? Как правило, из года в год основные причины производственного травматизма одни и те же. Это нарушение потерпевшим требований охраны труда, инструкции по охране труда, по которым с ним проводится инструктаж. А также вторая причина – это невыполнение руководителями и специалистами своих обязанностей по охране труда, то есть должностных инструкций или тех обязанностей по охране труда, которые отражены в этих инструкциях. Вот это две основные причины. Скажите, как часто ваши специалисты проводят всевозможные проверки на предприятиях? И как складывается работа в этом направлении? Всегда ли это запланированные проверки? Или, допустим, вы реагируете на звонки, какие-то жалобы? Каким образом ведется работа? С 2010 года деятельность по проведению проверок, она регулируется указом президента номер 510. Достаточно знаменитый указ. И все проверки, которые мы проводим, это плановые, внеплановые, проводятся в строгом соответствии с этим указом. Если говорить, я думаю, что не будем уже про прошлый год говорить, про текущий год. За 3 месяца нашим управлением проведено около 330 проверок всего. Только 3-я часть из них это плановые проверки. То есть, которые проведены в соответствии с координационным планом, который размещается на сайте Комитета государственного контроля. Каждый наниматель может ознакомиться с тем, включен ли он в этот координационный план, и увидеть, когда к нему придут с проверкой. То есть это плановые, это 3-я часть, только плановые проверки. Остальные проверки это у нас и контрольные, то есть они уже относятся к внеплановым. Это порядка где-то около 80 проверок у нас контрольных. Много проверок у нас по заявлению проверяемого субъекта, то есть сами наниматели, которые заботятся все-таки о своих работниках, беспокоятся о состоянии охраны труда в своей организации, они непосредственно к нам обращаются с заявлением, и по их заявлению мы проводим проверки. Составляем, опять же, акт, выдаем предписание, но при этом, когда уже сам наниматель к нам обращается, мы, конечно, штрафные санкции никакие не применяем. Поэтому очень логично спросить, как часто ли штрафные санкции применяются, о каких суммах идет речь? Штрафные санкции применяются, когда выявляем нарушение, тогда и применяем штрафные санкции. А если говорить о суммах, мы как орган надзора за соблюдением законодательства о труде и об охране труда, то, в общем-то, суммы, они определены кодексом об административных правонарушениях, и если это нарушение требований охраны труда, то эти суммы от 5 до 40 базовых величин. Если это нарушение законодательства о труде, то есть там есть несколько частей, в общем-то, возьму самую распространенную, это своевременные выплаты заработной платы, по которым мы привлекаем к административной ответственности. Так, за эти нарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 4 до 20 базовых величин. Это на должностных лиц, а на юридическое лицо до 100 базовых величин. Поэтому, когда мы в ходе проверок выявляем нарушения, мы, конечно, привлекаем к административной ответственности.
Скажите, пожалуйста, что касается профилактической работы в этом направлении, какое значение имеет вот такой вид деятельности? Много ли профилактических мероприятий проводится? Вообще нужны ли они, самое главное? Существенная часть нашей работы – это проведение расследований несчастных случаев уже, то есть постфактум несчастный случай произошел с тяжелым, смертельным исходом или групповым. Мы проводим расследование, устанавливаем причины, выявляем лиц, допустивших эти нарушения, разрабатываем мероприятия по их недопущению, но это уже, то есть случай произошел. Конечно, наша работа носит в первую очередь предупредительный характер, чтобы этих несчастных случаев не происходило. Для этого мы проводим и проверки, мы проводим и мониторинги. Вот, мы участвуем в различных мероприятиях, проводимых в организациях, в области, в городах, в районах. У нас налажена четкая система по проверке знаний, по обучению. На базе Политехнического университета осуществляется переподготовка специалистов по охране труда, что тоже очень важно. Игорь Викторович, спасибо большое за то, что это утро вы встречали вместе с нами, за столь содержательную беседу. Надеюсь, что вашим специалистам все-таки придется больше в этом году работать в плане профилактики, а не уже после происшествия. Удачного вам рабочего дня. Всего наилучшего. А я напомню о ситуации, которая складывается на территории Брестской области. В вопросе охраны труда мы говорили с первым заместителем начальника Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда Игорем Чапаруком. 28 апреля знаменовано следующими событиями. В 1765 году создан Ружанский театр сапегов. Действовал в течение 26 лет. Располагался в восточном корпусе Ружанского дворцового комплекса. Насчитывал 60 артистов и танцовщиков, а также 40 музыкантов. В этот же день, в 1945 году, войска Первого Белорусского фронта продолжали вести уличные бои в Берлине и заняли северо-западную часть городского района Шарлоттебург до Бисмаркштрассе, западную половину района Моабит и восточную часть городского района Шонеберг. В 1955 году в пустынной местности в режиме строжайшей секретности началось строительство космодрома Байконур. Уже спустя 2 года с него был запущен первый в истории искусственный спутник Земли, а в 1961 году совершил полет первый космонавт. 28 апреля 1996 года вышел первый том белорусской энциклопедии, наиболее полного справочника по всем отраслям знаний. В 18 томах помещено около 80 тысяч статей. В 2001 году первый космический турист, бизнесмен-мультимиллионер Денис Тита отправился на Международную космическую станцию на российском корабле «Союз». Полет Дениса завершился 6 мая. Белорусы оказались счастливее россиян и прибалтов. К такому выводу пришли составители необычного рейтинга, который американские исследователи подготовили по заказу ООН. При его составлении учитывались такие показатели, как уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, уровень доверия в обществе, уровень коррупции, щедрость и еще целый ряд факторов. В результате наша страна заняла 59-ю позицию по уровню счастья, обогнав тем самым не только Россию, которая оказалась на 64-м месте, но и Малайзию, Хорватию, веселую Ямайку, солнечный Кипр, Турцию, Латвию, Португалию и многие другие государства. Кстати, первый рейтинг самых счастливых стран мира появился в 2012 году. Тогда наша страна была на 64-м месте. Таким образом, за последние 3 года белорусы стали счастливее, что, согласитесь, не может не радовать. Как раз-таки эту тему продолжит наш следующий сюжет, герой которого свое счастье обрел на чужой земле. Когда в деревне Куплино Пружанского района поселился Матис Уоллес Стерн, соседи просто ахнули. А когда узнали, что привело африканца из жаркой Намибии в Беларусь, вообще потеряли дар речи. Такие характеры у них, что они дружат с нами. Но обычно они держат свое расстояние от нас. Что ты такой добренький? Добренький, потому что ручной, а вообще все овечки в этом хозяйстве с характером. Они и чрезмерно любопытные, и обидчивые. Попробуй только обделить сеном. Эта клетка чуть-чуть испуганнее. Эти ребята будут лучше кушать сейчас. Давайте сюда. Ком. Самое главное, чтобы человеку нравится свой труд. Вот я, например, не хотел бы в конторе сидеть и работать. Мне очень нравится этот образ жизни.
Имен своим любимицам Тайс не дает, говорит, их слишком много, чтобы всех запомнить. Как-никак в хозяйстве африканца почти 300 голов. В прошлом году даже родилась вот такая, черная, как ночь, овечка. Однако, несмотря на то, что она не такая, как все, себя в обиду не даст. Скорее, наоборот. Летом было. У меня черная собака. И иногда эта собака, когда она молодая была, она гнала овец, играла с ними. И были такие моменты, когда эта черная овечка тоже бегала. И мы заметили, что стадо от нее убегало. Матис Уоллес Терн в пружанскую деревеньку приехал из жаркой Намибии еще 20 лет назад. Все это время занимается любимым делом. В Беларуси обжился, завел семью, купил домик. У меня здесь много происходит. Я иногда порядок делаю здесь, но ненадолго. Потому что насос надо ремонтировать, семена надо хранить здесь, косилка надо ремонтировать. Читаю Библию каждое утро здесь тоже. Это мое царство здесь. Здесь на стенах воспоминания о горячем Кейптауне, о городе на берегу Атлантического океана Шуакоп-Мунде, куда всей семьей не раз ездили к сестре Тайса, о родном Калкранте. ЮАР вообще это весь мир в одной стране. У нас 11 разных климатов, природы такие. От пустыни, настоящей пустыни до джунгля бывает в одной стране. Из-за того, что разные океаны у нас есть, холодные и теплые. Тайс признается, сразу не знал, надолго ли задержится в Беларуси. Но теперь уверен, несмотря на здешнюю весеннюю слякоть и минус 20 зимой, отсюда никуда. Машина сломается по дороге ночью. Просто неудобно, но никакой опасности нету. А там это уже конец тебе, если что-то похоже будет. Вот поэтому вот это спокойное обстоятельство, довольно безопасное, это огромный плюс. Это нам очень-очень нравится. Мы иногда забиваем свой дом закрывать на ночь. Или машина стоит на улице и забили ключи прямо в машине и не беспокоим об этом. За 20 лет он привык и к погоде, и к природе, хотя очень скучает по национальной кухне – афалу, брайфлейсу и бултону, сушеным полосочкам из мяса антилопы. Но во всем видит свои плюсы. Уже стали родными драники, а со дня на день Тайс обещал научиться готовить и вирашчаку, и клецки. Прогулка под дождем может стать еще более романтичным занятием, если экипироваться новым гаджетом от японских изобретателей. Их зонт не только защищает от воды, но и проигрывает музыку и, собственно, представляет собой самый настоящий громкоговоритель. Причем самое удивительное в том, что зонт сам же и воспроизводит музыку. Выглядит он вполне традиционно и сделан из бамбука и промасленной бумаги, при этом зонт оснащен слотом для подключения к плееру. Мембраной же этого громкоговорителя становится сам купол зонтика. Создаваемый ею объемный звук узконаправлен и слышится отчетливо только людям, которые этим гаджетом пользуются. Поэтому слушать вы сможете все, что вам вздумается, а окружающие при этом будут наслаждаться тишиной. Оценят ли потребители такую новинку, покажет время. А вот прямо сейчас мы сможем узнать, понадобятся ли нам сегодня обычные зонтики. Прогноз погоды вашему вниманию. к 70-летию Великой Победы посвящается галерея памяти, картины в музее мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Здесь первый шаг свой сделала война, здесь первый шаг свой сделала победа. Фотография женщины Брестской крепости имеет необычную историю.
В 1963 году защитница крепости Дарья Прохоренко обратилась к ветеранам 45-й пехотной дивизии вермахта, наступавшей на Брест в июне 41-го, с просьбой разыскать фотографию плененных женщин. Она помнила, как фашисты их фотографировали, плотно взяв в кольцо автоматчиков. Ветеран дивизии Михаил Вехтлер разыскал этот снимок и прислал в крепость. В центре снимка 3 женщины. Личность одной, Прасковьи Ткачевой, медсестры хирургического отделения госпиталя, установили сразу. Совсем недавно узнали имя еще одной плененной. Во время экскурсии на сходство лица на фотографии и портрета военврача 3-го ранга Валентины Кокаревой-Четверухиной обратила внимание заместитель директора мемориала Лариса Бибик. Предположение подтвердилось. Сегодня Кокаревой-Четверухиной 102 года. Она живет в Санкт-Петербурге и совсем недавно написала и издала книгу стихов. Низкий поклон мужеству и отваге. Магазины компьютерной техники «Техника успеха» поздравляют ветеранов с праздником 9 мая. Спасибо за победу! От советов одного специалиста перейдем к рекомендациям другого. Тем более, что ко мне в студии присоединилась наша гостья, учитель-дефектолог учебно-педагогического комплекса «Детский сад» начальной школы номер 6 города Бреста Светлана Козека. А поговорим мы о том, когда же стоит вести ребенка к логопеду. Светлана Петровна, доброе утро. Здравствуйте. Безусловно, каждого родителя интересует вопрос, правильно ли развивается его ребенок. Вот что касается речи, до какого возраста за этот вопрос можно не волноваться? Или такого возраста не существует, и стоит держать руку на пульсе буквально с самого рождения малыша? Действительно, вы правы, такого возраста не существует, и нужно с самого рождения, где-то с 4 месяцев уже обращать внимание на то, какие звуки и как произносит ребенок, и помогать ему в этом. То есть в 4 месяца ребенок должен уже агукать, он должен произносить звуки гу, агу, а где-то с 6-8 месяцев появляются первые лепетные слоги. Это слоги ба, па, ма. И здесь родитель сам может помочь своему ребенку. Нужно наклониться над ребеночком. Мамам можно поярче накрасить губы, чтобы ребенок обращал внимание на губы, а не на глаза, что самое яркое на нашем лице. И повторять эти слоги. Вот так. Проговорить самой, а потом дать минутку, чтобы проговорил ребенок. Скажите, есть ли какие-то нормы, вот сколько в каждом возрасте ребенок должен говорить слов, составлять предложения? Или все-таки все очень индивидуально и не стоит всех под одни рамки подгонять? Ну, в общем-то, это все индивидуально, но какие-то рамки существуют. Такие вот, если говорить про нижнюю границу, да, когда стоит уже бить тревогу, то, в общем-то, по-хорошему, когда первые слова у ребенка появляются ближе к году, но уже в 2 обязательно должны быть слова. Ну, где-то до 20, до 50 слов уже в 2 года должен говорить ребенок. А фраза в норме должна появляться в 1,5 года. До, ну, допустим, до 2,5 мы можем еще подождать. Вот. Но здесь тоже родители должны помогать своим детям, потому что в современном мире, когда часто существует какая-то вседозволенность для детей, и дети очень много общаются непосредственно через технику, у них не существует потребности в общении. Поэтому папы, мамы, бабушки, дедушки должны своим малышам помочь и создать ситуацию необходимости в общении. Скажите, ну так когда же стоит вести ребенка к логопеду? Вот те самые факторы, когда стоит бить тревогу и действительно вести, в каком возрасте? Если ребенок в 1,5 года не произносит ни одного слова, уже ведите. Если у ребенка в 2,5 года нету фразы, уже ведите. А если говорить уже про звукопроизношение, то, что всегда волнует родителей, да, часто мы сталкиваемся с тем, что либо родители не беспокоятся совсем, либо есть такие, кто уже в 3 года говорят, мы не говорим звук «р». Нет, не стоит ждать в 3 года звука «р». В 3 года ребенок должен произносить простые фразы и говорить все звуки, кроме шипящих, кроме «л» и кроме «р». Если этого нету, то тогда вы идете к логопеду. Если в 4 года у вас нету звуков «л», «р», то тогда вы идете к логопеду. А в 5 лет должны быть все звуки речи. Что же касается того периода подготовки к школе, всех ли детей стоит вести на консультацию к логопеду? Вообще, часто ли вы встречаетесь с той проблемой, что родители затянули именно перед школой, вот привели, давайте быстренько решайте наши все проблемы?
встречаемся мы с этой проблемой, хотим мы, конечно же, с ней бороться. Да, сейчас существует практика, что все дети, когда они проходят медосмотр перед школой, они в обязательном порядке идут к логопеду в поликлинике. И логопед детей осматривает и выставляет свое заключение. Вот. Но, тем не менее, случаи, когда где-то либо родители не досмотрели, либо по каким-то другим причинам дети действительно приходят в школу с большим количеством звуков, которые они не произносят. Конечно же, это сказывается и на чтении, и на письме, и, безусловно, на самооценке ребенка. Вот, поэтому хотелось бы, чтобы к школьному возрасту уже все звуки у детей были, чтобы родители не затягивали. И, как я ранее сказала, чтобы в 5 лет максимально уже обращались к логопеду. От чего же в целом зависит все-таки развитие речи у ребенка? Мы уже говорили о том, что нужно больше общаться. Дайте какие-то рекомендации сегодня нашим телезрителям, как вести диалог с малышом, чтобы он начинал больше и быстрее разговаривать. Нужно разговаривать родителю с ребенком на том языке, на котором говорит ребенок в данном возрасте. То есть, если мы до года говорим просто слоги «ба-ма», то с года до 3 мы говорим простыми, понятными предложениями, четко. Нужно присесть на уровень ребенка, чтобы ребенок видел, как вы складываете губы, как вы говорите, как вы произносите. Затем после 3 лет мы уже начинаем говорить с ребенком обычным взрослым языком, да, стоит избежать всех сюсюканий, про которые часто идет речь. Да, бабушки очень любят. Дети же эту манеру, конечно же, перенимают. И если рядышком с ними взрослый, который так говорит, то они считают, что это норма так говорить, и так и надо, и они подражают своим бабушкам, и с удовольствием умилительно точно так же сюсюкаются. Поэтому с детками нужно говорить правильной, красивой, четкой речью, стараться выделять слова, стараться говорить в нормальном темпе. Ну, в общем-то, дети – это наше отражение, и они перенимают нашу манеру поведения, нашу манеру общения, нашу манеру разговора. Поэтому стараемся им помочь. Что касается книг и мультиков, влияет ли это каким-то образом на развитие речи, или же это такие уже нюансы дополнительные только? Ну, конечно же, это влияет. Да? Все общение и мультиков часто тоже сопровождается речью, сопровождается разговором, и поэтому родителям стоит быть внимательным к подборе мультиков для своего ребенка. Конечно же, в современном мире мы не можем их избежать. Вот, поэтому старайтесь выбирать мультики, где герои разговаривают, где они ведут какой-то диалог, где существует сюжетная линия, а не просто какая-то беготня или жестокость. Да, жестокость, или мультики на иностранном языке. Это, конечно, хорошо, но стоит сначала выучить русский, прежде чем учить английский или какой-либо другой иностранный язык. Светлана Петровна, спасибо большое за то, что это утро вы встречали вместе с нами. Удачного вам дня. Спасибо. А я напомню о том, когда же стоит вести ребенка к логопеду, мы говорили с учителем-дефектологом учебно-педагогического комплекса «Детский сад. Начальная школа номер 6 города Бреста» Светланой Козека. Но на этом детская тема в эфире программы «Утренний эспрессо» не завершается. На следующий материал призван привлечь внимание к беде одной семьи. Возможно, именно ваше участие сможет изменить ситуацию и спасти маленькую Соню. Сонечка, ты красиво умеешь сидеть в колясочке? Ты у меня вчера целый день красиво просидела, мы с тобой прозанимались. Давай сегодня тоже красиво будешь сидеть, давай? Сидеть по возможности ровно 10-летней Сонечке Млынчик надо для того, чтобы с ней могли заниматься. Родители говорят, перечисление медучреждений, куда обращались, может стать своеобразным пособием для тех, у кого детки с подобным страшным диагнозом – детский церебральный паралич. Остановились на системе, которую предложили специалисты Института развития человеческого потенциала Глена Домана. Сегодня результаты интенсивной реабилитации Софии уже заметны. Программа у нас обширная, она разделена на несколько частей. Питание, дыхание, интеллектуальная часть и физическая. Вот. Дыхательная у нас программа состоит из масок. Сейчас мы покажем, как мы это делаем. Это первая часть дыхательной программы. Благодаря таким маскам, говорит мама, у Сони заметно увеличилась грудная клетка и расправились плечи. Это значит, дышать ей стало намного легче. Такие занятия лишь маленькая часть большой программы, расписанной буквально по минутам. Своеобразный рабочий день начинается в 12 и заканчивается в 7 вечера. И все ради того, чтобы хоть немного облегчить жизнь Софийки.
Вот у нас 5-минутки. Так вот мы работаем целыми днями с Софией. Вот. Единственный перерыв у нас на еду и на перекус. Ну и иногда на улицу выйти, если погода позволяет. По прогнозам врачей, девочка могла не дожить и до 1 года, но родители решили, надо бороться. Реанимация, 5 остановок сердца за час. Да. Был сначала шок, ну потом что делать? Ничего не поделаешь. Раз оно дано так, вот остался этот ребенок, значит, так должно было быть. С помощью программы Глена Домана родители учатся общаться с Сонечкой. Мы общаемся с ней вот по таким доскам. Вот, это для простого вопроса, а это для вопроса... Доска упрощенного общения называется. Буквы она пока не знает, но когда я задаю ей вопрос, она... Сонечка, поверни сюда, лапочка. Сейчас мы покажем, как мы это делаем. Я задаю ей вопрос, она запоминает передвижение. Со стороны может показаться, рукой водит мама. Нет, это Софийка делает сама. Ну, она терпеливая очень. Она... По глазам видно, как ей интересно, как ей скучно вообще самой быть. Она не любит одна быть. Ей надо постоянно, чтобы кто-то был. И в доказательство вопрос Сонечки. Софишка, доченька, скажи мне, пожалуйста, тебе нравится выполнять твою интеллектуальную программу? Да? Нет? Не знаю. Сонечке нравится программа с разными таблицами, словами, но совсем другое отношение к физическим нагрузкам, а без них тоже никак. Так, подвешиваем ее, это профилактика сколиоза и развитие вестибулярного аппарата, то есть равновесие. Вот. Подвешивать нам ее рекомендовали по программе по 10 минут 3 раза. Родители на примере видят, упражнения по системе Глена Домана дают заметный результат. Хотя со стороны, кажется, ребенка не щадят. Стоит сказать, что сами родители не справились бы. Конечно, если бы не было волонтеров, ну, физическая программа была бы нереальна, поскольку выполнять ее уже надо мужские руки. Уже я не смогу. И благодаря им я могу несколько часов, некоторое время, можно сказать, провести с моей младшей дочкой. Вот как раз они пришли. Молодые люди из Свято-Семеновского молодежного братства каждый день терпеливо вместе с родителями занимаются с девочкой по несколько часов. Но чтобы идти дальше, необходимо ехать в Италию на повторный курс, филиал Института развития человеческого потенциала Глена Домана. Собирались поехать в феврале, но средств было собрано недостаточно. Правда, Софийке приобрели очень нужный для нее дыхательный аппарат. Теперь снова надеются попасть на проведение курса интенсивной реабилитации. Для этого необходимо собрать $12 тысяч. Родители верят. Найдутся люди, которые помогут сделать еще один шаг к полноценной жизни Сонечки. Доброе утро! На календаре 28 апреля, вторник. Природа ожила, погода радует, и до последнего весеннего месяца рукой подать. А знаете, кого больше всех радует такое сочетание? Конечно же, невест, которые традиционно с нетерпением ждут тепла. Ведь весна – это время, когда большинство свадебных салонов могут похвастаться новыми коллекциями производителей подвенечных нарядов. Как раз таки позитивной свадебной темой мы будем завершать наш совместный информационный завтрак. Доброе утро! Улыбнитесь, ведь есть чему радоваться. Яркое весеннее солнце, самый разгар апреля и открытие официального свадебного сезона после пасхальной недели. Сотни пар мечтали об этом самом счастливом дне в их жизни. Тщательно выбирали дату росписи, цвет пригласительных открыток и даже замок, которые они повесят в день своей свадьбы в знак крепких отношений и выбросят ключ в воду. Но так ли важны все эти свадебные приметы и не навредят ли они будущей семейной жизни? С ума сойти! Forget
«да», говорит новоявленная невеста, и начинается процесс, итогом которого станет самый яркий день в ее жизни. Могут ли свадебные суеверия, приметы испортить вам жизнь? Попробуем разобраться с самыми распространенными из них и развеять мифы. Несомненно, лидирует давно известная поговорка «в мае жениться, всю жизнь маяться». На самом деле, такой фразой наши предки отпугивали молодых людей от свадьбы в самый бедный от ресурсов месяц. Ведь это пора засева земли. Но, как ни странно, и сегодня в это верят. Поэтому и дат, забронированных для росписи в мае, совсем мало. В мае пойдет чуть-чуть затишье. Почему? Потому что опять же идут вот эти суеверия непонятно откуда, из глубины веков. Но кто это придумывает, трудно сказать. Ну, если кто-то верит в это, однозначно пусть верит и пусть следует велению своего сердца и своей души. Верно? Если май чем-то не нравится, потому что есть такое слово «маяться». Вот все говорят: в мае поженился, будем маяться. В мае родился, тоже будешь маяться. Легко можно объяснить и всплеск бракосочетаний в первые недели после светлого праздника Пасхи. От традиций и суеверий прошедших столетия нелегко отказаться. Пасха прошла, и, конечно, вот эта первая неделя, вы, наверное, сегодня посмотрели у нас, да, идет регистрация брака одновременно в 3 местах, в большом малом зале, кабинетная регистрация. То есть это как раз одни из самых востребованных дней в плане регистрации брака. У нас молодежь и люди постарше любят эту. В народе называют «красная горка». Вот эта неделя, первая после поста. Но особенность, допустим, этого апреля по сравнению с прошлым апрелем, что есть еще следующие выходные апрельские, когда будет проходить регистрация брака, они оказались еще более востребованными, чем «красная горка». Если вот за 3 дня регистрации брака, пятницу, субботу, воскресенье, 17, 18 и 19 апреля, у нас будет зарегистрировано 68 пар. Счастливый брак гарантирован, если невеста поплачет в день свадьбы. Казалось бы, еще одно неудачное поверье наших предков, но и этому есть объяснение. У молодой девушки столько дел перед бракосочетанием, и нервы просто на пределе, что пустить слезу – это нормальная реакция организма. Значит, эмоции любви невесту переполняют. Кстати, в Брестском ЗАГСе мы нашли такую сентиментальную пару. И, как оказалось, они не верят во все свадебные предрассудки. Вот так уж совпало. Что у нас было? У нас даже сегодня, по секрету скажу, была ругань. Неплохая такая. Вот. Ну, а те, кто выбирает, это ихнее дело, грубо говоря. Наше, это мы выбрали. Мы не смотрим на цвет, на воздух, на запах и так далее и тому подобное. Обычный день. По фэншую как-то не выбираем. Ну так, AC/DC, Rolling Stone и так далее и тому подобное. По фэншую у нас нет ничего. Обычные дни. Нам нужна особенная дата. Именно с такими желаниями очень часто обращаются молодожены в ЗАГС. И это опять же одно из суеверий. Будет особенная дата, и семейная жизнь будет особенно удачной. Кстати, на основе статистики даты делятся на 2 типа. Дата, привязанная к определенному значимому для пары событию, например, день знакомства, и дата с красивыми цифрами, например, 08, 08, 08. Но и с этим будьте осторожны. Уже 8.08.08 постов нет. Дата считалась знак бесконечности. Будем жить счастливо, прекрасно, бесконечно и так далее. Но, тем не менее, из 45 пар, которые зарегистрировали брак в этот день, именно из этих пар быстрее всего, вот на сегодняшний день они рекордсмены по разводу, они через месяц расторгли свой брак. Так что знак бесконечности, мне кажется, он должен быть в душе и в уме, и в сердце, а как-то меньше вообще думать про эти вот приметы. Кстати, примета с замками тоже прошла испытание временем. Знаменитый финалист 13-й битвы экстрасенсов Дмитрий Волхов считает, что и здесь есть чего опасаться. Сейчас существует такая традиция вешать вот как раз замки на мосты. Это все чудесно и прекрасно, но учитывайте тот момент, что эти замки периодически снимают. Все люди тут вкладывают эмоции-то какие на свадьбу, бешеные, сумасшедшие. Поэтому, когда вы навешиваете замок, следите, чтобы его никто не снял. Встретили мы в Брестском ЗАГСе пару, которая осознанно шла к этому важному дню в их жизни на протяжении 2 лет. Татьяна и Дмитрий считают, что самое главное – это любить друг друга, а верить в предрассудки – это по собственной воле упускать свое счастье.
Весна, птички поют, солнце светит. Весна – пора любви. Поэтому, наверное, Решили попасть в этот бум. такой, Чтобы скажем, было всем модный. весело. Не холодно, не жарко, дожди вроде как уже заканчиваются, и снег, и, в общем, самая-самая хорошая пора для. Перед росписью молодожены сказали друг другу самые важные слова, которые будут сопровождать их на протяжении всей совместной жизни. Чтобы она меня слушалась и уважала, и все будет хорошо. Просто люби меня. Обязательно. Еще каких-то 5 минут, и эта пара станет официальными мужем и женой. И сейчас уже совсем не важно, сколько рюшечек на платье у невесты, какого оно цвета, с какой они ноги переступит зал бракосочетаний, и кто первый крикнет молодоженам горько. Ведь самое главное – это взаимная и искренняя любовь. Предрассудок – это то, что не осмысленно разумом, но при этом считается истинным. Потому что так все делают, и так надо. Молодожены, помните, это только ваш самый счастливый день в жизни, и только вы вправе решать, каким он должен быть. И напоследок помните, каждый день у нас есть много возможностей. Важно выбрать самые главные, и все обязательно получится. Утро нового дня. С вами встречала программа «Утренний эспрессо» и я, Екатерина Нечапорук. Удачного вам вторника. Не забудьте поделиться улыбкой с окружающими. До встречи!